Вы знаете о том, насколько Крымский полуостров был тесно связан с материковой частью Украины. Об этом говорили все, и не только в 2014 году, в начале, когда, собственно, началось вторжение российских войск. Об этом говорилось десятки лет, с того, наверное, времени, когда Советский Союз распался, и были провозглашены независимые государства, в том числе Российская Федерация, Украина. И время от времени там возникали некоторые такие маргинальные течения, группы, которые планировали, скажем так, отрыв Крыма от России, от Украины, извиняюсь, да, и присоединение к России. И тогда все вменяемые люди, в том числе в Крыму, в том числе и, может быть, пророссийских таких взглядов, тем не менее говорили, какие беды могут прийти в Крым, если такое когда-то случится. Именно это было связано с водой тогда. И в первую очередь с водой. В первую очередь с водой. В том числе и другие сферы, в том числе электричество, экономические связи. Но поскольку, вы понимаете, когда десятки и десятки лет регионы развиваются во взаимодействии друг с другом, а Крым не был физически связан, собственно, с территорией России. Там был пролив, там Керченский пролив. А это только материковая часть Украины, то вся инфраструктура, которая обеспечивает потребности людей на полуострове, она так или иначе связана была с материковой частью Украины. Это не только канал, ну просто хотя бы поступление электроэнергии. Вы понимаете, когда человек берет рукой ложку, он ее даже закрытыми глазами, он ее подносит к рту. И вот так вся инфраструктура и построена. Это ж для прочего такого пояснения. И когда у человека отбирают, я не знаю, эту ложку и, не дай бог, отсекают руку, тогда его начинают кормить через другие отверстия. Вот что сейчас получается со стороны России, страны-агрессора по отношению к Крыму. Но этот год, вот как я понимаю, особенно критичный. Это в связи с погодой, наверное, с осадками, со всеми делами. Вот, ну, я не помню такого, чтобы на улице Симферополя даже при оккупантах, да, вот в воду развозили вот этими, ну, большими какими-то канистры ставили пластиковые и так далее. Я сейчас не буду ссылаться на показатели. Да, говорят о том, что последние 150 лет якобы не было такой засухи в Крыму. Возможно, это и так, но я помню прекрасно засуху 1994 года, буквально на третий год независимости украинского государства, в Крыму была страшная засуха. Но ни одна засуха в Крыму с того момента, как был построен Северокрымский канал, она не несла угрозу нехватки питьевой воды, потому что в любой момент вода из Северокрымского канала могла бы быть переброшена во все основные водохранилища, которые питают людей водой.